первые дни января показали полный провал защиты прав человека. Точнее, даже полное отсутствие защиты прав человека. 11 января мой подзащитный Есенғазы Муратбек Ага в вечернее время ко мне позвонил, сказал, что его задержали и ему необходима моя помощь. Введен комендантский час, я выехать не мог. Соответственно, здесь защита права человека на адвоката уже была нарушена. 12 числа, ровно, как я переговорил со следователем, 9:30, я прибыл в департамент полиции, но меня туда не запустили. Там еще была группа адвокатов, нас не запускали под угрозой открытия огня, так как нам нужно было дождаться следователя. То есть, понимаете, адвокат идет выполнять свою работу, а его не пускают с угрозой, что адвоката откроют огонь автоматчики. Это вот реальный факт, с которым я столкнулся на входе. Следующий момент, когда я через 1,5 часа смог попасть в департамент полиции, когда я встретился с Муратбеком Есенғазы, при мне уже только оформили протокол задержания. Теперь смотрите, у нас 3 часа протокол задержания, то есть 3 часа человека могут держать, далее должны его отпустить. Муратбека Есенғазы продержали более суток, и только после этого оформили протокол задержания. Это я увидел огромные гематомы на его теле, то есть его избивали. Когда мы пытались достичь именно цели наказания вот этих людей, больших трудностей нам это стоило. И когда все-таки установили человека, который его избивал, мной было подано ходатайство о том, чтобы этого человека привлечь к уголовной ответственности, на что мне был отказ с обоснованием. Кроме ваших голословных заявлений, вы доказать, что этот человек его избивал, у вас нет. Поэтому уголовное дело было прекращено. Детдомовский человек, Кашгалиев Нуртай, вот, в вечернее время 5 января просто вышел на улицу для того, чтобы купить продукты, попал под обстрел, получил 2 пулевых ранения, 2 пули в его теле осталось. 9 января его задержали, 3 дня его морили голодом, их избивали, полностью выдавливали из них, пытались выдавить из них показания. Не показывал, при этом в отношении него привели человека, который ложными свидетельскими показаниями утверждал, что у Кашгалиева 6 января он видел в руках автомат. И здесь вот только на основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении моего подзащитного. Ему хотели еще применить статью незаконное хранение оружия, приобретение, там, похищение оружия. И только после того, когда мной был сделан запрос в БСНП, который мне дали ответ, что он попал в больницу 5 числа в 18:45, только после этого мы смогли снять обвинение. У него уже пошел абсцесс, и сколько писали жалоб, сколько обращений, вот, нас не слышали. Только потом, когда я обратился уже в Шанту Регложиной, уже потом, когда у нас именно наш альянс, который работал, начинали поднимать этот вопрос, только после этого позволили изменить миротесечение и, соответственно, провести уже медицинское обезопасение. Следующий кейс, вот я Бурабаеву Джамилю тоже представлял, которая попала под шквальный огонь, получила тяжелейшие ранения, и самое главное, ее уголовное дело было засекречено, ни одного документа не дали, даже мне, адвокат, не предоставили никакого документа, хотя человек подвергся покушению на жизнь. Но уголовное дело было возбуждено по 451 статье, это превышение власти военнослужащим, как мне объяснили, что в рамках антитеррористической операции возбуждается только по этим статьям. Хотя я считаю, что это было прямое покушение на жизнь человека, потому что человек отдельно стоял, шел по улице, попал под огонь. На сегодняшний день у Бурабаева Джамили тоже тяжелая ситуация, и сейчас мы не можем этот вопрос решить, мы не можем взыскать моральный вред за государство, хотя государство должно нести полную ответственность за то, что оно причинило вред. В части январских событий нам показали
полное отсутствие защиты прав, как на адвоката, как на невиновность, как на задержание, ну и, соответственно, все вытекающее отсюда, все эти последствия. Поэтому я считаю, что вот эта работа и документирование – это огромный труд, который позволит нам вначале дать политическую оценку, а потом юридическую оценку всем этим событиям.